Мне очень нравится реакция Руслана, то, что он молчит. Он все съел уже просто. Когда я ем, я глух и нем. Шутка. Ну, и, кстати, надо сказать, что том-ям, скорее всего, он настолько тоже популярен, да, среди вот якутян. Допустим, это же уже, ну, ты только подъехал, ну, вот там тоже пробовали. Завидую вам, да, Поэтому- белой завистью. То есть это второй том-ям. Да, второй том-ям. Но на самом деле первый или второй, это решит Да. коллеги. Абсолютно всем командам за конкурс «Полевая кухня» присудили одинаковые максимальные баллы, оценив по достоинству старания и фантазии участников. И перед отбоем на кратком брифинге ввели в курс тех заданий, которые им придется выполнить в день соревнований. Ну что, тот день настал, когда стартует уже непосредственно со всеми заданиями, испытаниями наш проект «Турслет». Сейчас начинается брифинг, и сегодня достаточно такая, хорошая погода, по крайней мере, по сравнению со вчерашним, очень жарким днем. С утра дует ветер, но машкара никуда не делась, будет достаточно сложно нашим участникам, но тем не менее каждому времени года свои испытания. То есть, если зимой это был мороз, снег по пояс, то сейчас одно из таких вот ключевых моментов это, конечно, наверное, машкара. Но я думаю, что все участники справятся с заданиями. Пожелаем им удачи. Утреннее построение началось с формальностей. Прежде всего, наши участники, 3 семьи, получили полисы страхования от партнеров программы – компании «Альфа-страхование». Каждый из них застрахован на период съемок на 300 тысяч рублей. Неплохо было бы и ведущих страховать на будущее. Партнер программы «Турслет» – компания «Байнай Центр» представляет костюм-поплавок «Rescue» – уникальную разработку компании ХСН для любителей рыбалки и активного отдыха. Самые совершенные технологии, самые современные материалы и более чем 30-летний опыт на службе вашей безопасности. Ваше здоровье и ваша жизнь в ваших руках. Байнай Центр, Якутск. Это золото означает, что ты победитель. А золото в этих ботинках означает, что ты не проиграешь холоду, потому что Omni Heat Infinity отражает тепло твоего тела и согревает еще сильнее. Голландия. Золотой стандарт тепла. Ну что, клюет? Не клюет. А у меня всегда клюет. Вкусно. Есть еще? Есть. Ряпушка. Здесь поймал? А места надо знать. Чокай ас. Клевая еда. Жизнь изменилась. Если раньше все текло неторопливо, сейчас вроде как чем быстрее, тем лучше. Но спешить всегда нужно в рамках правил, которые написаны чужими смертями. Не ваших родных или вас самих. Соблюдайте скоростной режим на дорогах. Проверка аптечек команд, тоже аспект безопасности, выявил тотальную непригодность автомобильных аптечек для более-менее серьезного оказания первой помощи при травмах и кровотечении. Особенно огорчали муляжи жгутов. Как мы и говорили, обязательно приобретайте жгуты Вассермана, старые добрые резиновые жгуты в аптеках. Здоровье дороже. Сегодня у нас с вами насыщенный день, и давайте сразу приступим к первому заданию. Оно звучит по-дозорному, то есть каждое задание, функция задания вас направить на правильный путь, но нужно сперва его немножечко разгадать, понять, что там зашифровано, и уже по факту прийти на это место и найти определенную ценность. Я, если честно, задание сейчас только увидел, то есть мне его дали только сейчас, да, чтобы я сам не знал, что это, где это. Звучит оно следующим образом. Стою я на Иланке и вижу Табагу. Ближайший ям от Якутска в противоположной стороне. Так вот, выше по течению от Табаги вижу яркие плоды.
а под ними прям фрагмент городской жизни. Дмитрий что-то совершенно нереальное замутил в своей логике заданий. Я запутался, как это происходит. Но самое главное, что здесь с одной стороны река, с другой стороны гора. То есть у ребят всего два направления. Либо туда, либо туда. На самом деле все просто, но звучит просто кошмарно, ребята. Это надо будет вырезать. Хотя думаю, что задание очень интересное, но на первый взгляд с утра пораньше просто голова уже не варит. Что это зашифровано, я не знаю. Посмотрим с командой. Секундомер готов? Итак, друзья, первое задание началось. Команда не спешит. Меня немножко смущает то, что им выдали каски, а мне не выдали каску. То есть, видимо, какой-то риск все-таки небольшой. Смотрите, все... люди застрахованы, я нет. Ну, я пойду сопровождать их. Надеюсь, что будет весело, интересно. Увидимся на следующем задании. Но смотрите, я без каски. Итак, друзья, первая команда на старте. Вы видите, ребята активно начали движение. Смотрите, очень живописное место. Выбрано вообще не зря, ведь Иланка — это мекка всего туризма Якутии, и не только. Шикарнейшие прекрасные скалы, красавица река Лена и драйв от того, что вся команда, вся семья участвует в каком-то мероприятии. Мне кажется, лучшего места, лучшего времени и лучшего события просто не найти. Стою я на Иланке, вижу Табагу. Ближайший ям. А в Якутске в противоположной стороне Банневыгра. Найдена первая подсказка. Это слово Табага. Это не географическая местность, как выяснилось из задания, а просто конкретная наводка на местности. Сейчас команда занимается поиском. Вера, выше по течению от Табаги. От реки вижу яркие плоды, а под ним фрагменты городской среды. Итак, первая команда выполнила задание. Они нашли зашифрованный код, замаскированный. И сейчас нужно как можно быстрее вернуться на финиш, потому что отчет идет по секундам, по времени выполнения всеми участниками этого задания. Не скажу, что это действительно сложно, но, по крайней мере, для первого погружения с утра пораньше это достаточно серьезное испытание. Вот мы видим, как мама бежит впереди всех, ее догоняет папа, и сейчас к ним присоединится сын. Ну что ж, друзья, я начинаю выполнять потихоньку нормы ГТО. Еще 2 забега с 2 командами, и я претендую на золотую медаль. Первая команда прекрасно справилась с заданием, нашли все, что нужно. Надеюсь, во время пробежки они не забыли код. И сейчас они финишируют, и мы посмотрим их результат по времени. Вот они. До флага. Напоминаю, финиш у нас по последнему участнику команды, потому что это семейная игра, это семейные испытания, и зачет будет по финишу всех членов команды. Последние метры, еще до флага, и стоп! Время вот такое 15, красивое время у первой команды. 52. На счет 1, 2, 3 стартуем. Эх, опять бежать, опять бежать! Итак, друзья, прекрасно стартанула вторая команда. Легенда зачитана, легенда принята, понята. Теперь они активно ищут локацию, которая бы указала на искомый код. Напомню, что это красные плоды, табага и кусочек городской жизни. Что же городского можно найти здесь, в скалах Иланки? Сейчас мы это с вами увидим. Сейчас они, по сути, на локации. Есть привязка. Они сюда. Это по-дозоровски называется на локации. Да, верно, они на локации. Теперь осталось найти код. И вот, кажется, по динамике... Так, Дмитрий, они, кажется, нашли код. Они, кажется, Сейчас нашли его код, либо да. Это... запомнят, либо сфотографируют. Помнишь забытое ощущение? Это адреналин, когда ты видишь код, кричишь на всю округу «Код!», а кричать нельзя, потому что услышат конкуренты. Они его сфотографировали, аккуратно спускаются с скал, и мы побежали в обратный путь, друзья. Да, а я вас встречу. А вот сейчас уже надо бежать.
Я не устал, я не устал, я не устал, я не устал, я не устал. И снова привет. Наверное, в телевизоре это будет выглядеть как я здесь, я там, я снова здесь. Но между этим я здесь говорю и я здесь снова говорю. 2 километра тяжелейшего бега по каменистому берегу. Так, итак, на уровень флага забегаем. Финиш! Руслан, фиксируем время. Так, вы у нас третьи участники задания ориентирования. Перед тем, как его выполнять, нужно обязательно надеть защитное снаряжение. Мы за безопасность, еще раз повторюсь, самое главное – это здоровье и безопасность всех участников. Пока команда готовится, Женя, ты опытный игрок в дозор, да? Вот как, на твой взгляд? Да, прошло. Одно из заданий, это неплохо, да? Такое? На самом деле, да, это очень вносит разнообразность в туристическую сферу, потому что в обычном туризме такое не встречается. Здесь задание придумано, но оно придумано достаточно грамотно. То есть мы находим ключевые моменты, ключевые отсылки к локации, и на самой локации осуществляется поиск кода. Код, который приведет к успеху. Бегать в таких условиях просто удовольствие, особенно в такой команде, как Руслан Ачиров и Дмитрий Аргунов. Задание, по которой нужно будет найти место, локацию, обнаружить ее и уже на месте найти код. На старт, внимание, марш! Да, по пути, когда мы бежим, вентилируется мозг, дышит организм и свежие мысли приходят. Вдруг что-то, да, табага. Как вы поняли, задание было креативным и немного жестоким. Бегать на 2 километра за куском кафеля с непонятной надписью, но таковы условия. Сразу хочу сказать, что не так просто бегать по скалам, по песку. Ребята тоже очень активно бегали туда-сюда. Ну, я промолчу про себя. 3 раза я сбегал, я выполнил нормы ГТО. Но это все ради того, чтобы проект получился интересным, чтобы все достойно его прошли. И сейчас мы видим, как они просто приближаются. Хочется отметить, что... Вот их мама мне нравится, она активно полезла, да. Вверх, да. Наверх, В отличие от да. мальчиков. Так. Вот, смотрите, обратите внимание, момент истины. Нужно сейчас запомнить код, либо сфотографировать его, чтобы не забыть, чтобы не потерять телефон и как можно быстрее добраться до финиша, где фиксируется время выполнения задания. Напоминаю, что время будет фиксироваться по последнему участнику. То есть сейчас все зависит от того, насколько динамично они пройдут обратный участок. Итак, как мы видим, семья Коркиных, держась за руки, финиширует. Так, пароль, код. Ага. 1231. Наши телезрители, которые смотрят проект «Турслет», я думаю, видели очень красивый ролик от Лена Турфлот. И для многих Лена Турфлот, он ассоциируется с круизами на теплоходах Демьян Бедный, Михаил Светлов, например, круиз «Ловись, рыбка». Но Лена Турфлот — это не только круизы, но еще и с этого года уже есть некоторые нововведения. Об этом поподробнее нам расскажет Николай Байгантаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Николай, расскажите, вот какие изменения с этого года у Лена Турфлота? Я так понял, что очень такое глобальное расширение. Да, с этого года Лена Турфлот начал организовывать туры по земле. То есть, получается, очень много туристов приезжает из других регионов, например, на Тикси, чтобы круизы, Усть-Кут, просто на Ленский Столбы, чтобы съездить, да. И они хотят увидеть еще Якутию полностью. Ну, они берут обычно неделю, и круизы в основном, ну, максимум 3 дня получается. Обычно Ленские Столбы туда-обратно. 36 часов и 46 часов. И остается время. И мы, чтобы заполнить эти дни для туристов, открыли новые направления совместно с партнерами, либо сами некоторые туры, да, вот исполняем, например, Булус, ездим, Тукуланы, Курулур, рыбалку организовывали, да, получается, возили, возили на Ботому, возили тоже по запросу.
Вот. То есть, если раньше это было в основном по реке Лена, то сейчас уже по горным рекам и, соответственно, по земле. Да. Что касается вот информации, да, вот где можно ознакомиться с туристическими маршрутами и так далее? В этом году, буквально 2 месяца назад, мы открыли туристический информационный центр под зондичным республиканским брендом «Якутия. Твоя сила духа» на Малом базаре по Кирова, который... И сейчас у нас там есть офис, собираем информацию, чтобы к лету готовимся по турам, по датам, по стоимости. С туроператорами, партнерами тоже работаем в этом направлении. И там у нас еще есть сувениры. Можно приобрести футболки, там, мерч разные, там, кружки, ручки. Ну, сейчас еще у нас появились там елочные игрушки даже. Ну, вот сейчас вот. То есть сейчас в данный момент даже центр работает? Да, центр работает. Да. Вот по Якутии более-менее понятно. А что касается Дальнего Востока, какие планы и что уже внедряется? По Дальнему Востоку тоже очень много работы произвели в этом году. То есть все это за 1 год, вся работа прошла. Да? Разработали проект «Алмазное кольцо России» называется, ну, Дальний Восток. Это объединяет 11 регионов Дальнего Востока, включая нас, да, И договорились с авиакомпанией «Аврора», чтобы бронировать билеты на самолет. И сейчас разрабатываем программу. Первый маршрут был у нас уже в октябре. Сейчас второй маршрут, турмаршрут по объединению, по этим регионам, по 11 регионам уже. К весне будет вторая дата, и уже народ будем собирать по путешествию Дальнего Востока. Спасибо большое, очень интересная информация. Я думаю, что наши телезрители примут к сведению, что Лена Турфлот теперь это такой один из крупных туроператоров республики, да, и в целом по Дальнему Востоку также предлагаются туры, поэтому если у вас есть вопросы, подходите на Малый базар по Кирову, где находится около Комдрагмета, я думаю, все знают, где это, и, соответственно, там вы можете найти всю интересующую вас информацию. Спасибо, Николай. Спасибо. Я был во многих странах и городах, но точно знаю, что хочу жить в Якутске. Долго смотрел варианты, и для меня важно было много факторов для моей семьи. Не только сама квартира и квадратура, но и благоустройство, организация инфраструктуры, наличие школы и, конечно же, красота вокруг. И эти виды я уже представляю, как будем вечерами с семьей смотреть на закат, ловить тот самый золотой час. «Экостройинвест» – многопрофильная строительная компания, предоставляющая широкий комплекс строительно-производственных услуг, производство строительных материалов, профилированный брус любого сечения, погонажных изделий, имитация бруса и пыловой шпунт, строительство и благоустройство деревянных домов под ключ. Компания на рынке Якутии с 2009 года является официальным членом ассоциации СРО Союза строителей Якутии. Домокомплект «Экостройинвест» – это полностью готовый к монтажу набор заводского производства, состоящий из утепленных каркасных плит, кровли, стен и цоколя для возведения дома. Панели соответствуют нормам по теплоизоляции нашего сурового региона. Применяется качественный гипоаллергенный утеплитель. Воплотить в реальность вашу мечту – наша осознанная ответственность. Мы сейчас прибыли на место второго этапа. Это, если вы помните, вчера была сделана такая канатная дорога, 2 параллельные веревки натянутые. И участникам сейчас предстоит зайти в эту расщелину и уже там принять участие, то есть пройти это достаточно непростое испытание. Следующее задание – параллельные веревки. И вот здесь командам придется столкнуться с повышенными требованиями по безопасности, физическими нагрузками и страхом высоты. Придется пересечь овраг на высоте примерно 6-7 метров.
Ну что ж, приготовление закончено. Мы видим полностью экипированную первую семью, и они выходят на стартовую позицию, куда нам сейчас тоже нужно поспешить, чтобы заснять самые интересные моменты. Судя по тому, что самые грамотные люди остались внизу, видимо, там достаточно опасно, но когда это нас останавливало, мы идем вперед, и даже уже скрылась из вида первая команда, пока ничего не предвещает опасностей. Прекрасный лесочек, прекрасная травка. Сейчас мы выйдем на стартовую позицию, и, наверное, там будет что-то страшное. Потому что, судя по зимнему сезону, вот это испытание, оно самое зрелищное, одно из самых, ну, не то чтобы страшных, оно может быть необычное для простых людей. Вот мы видим уже здесь конец веревки, нить Ариадны, чтобы не заблудились люди. Нас что-то ждет интересное. Мы с Русланом уже дополнительно позавтракали. У нас был десерт из машкары. Машкара, она сладенькая на вкус. То есть глюкозы немножко добавили в организм. Я думаю, в течение дня мы также и пообедаем машкарой, потому что здесь ее просто неимоверное количество. Есть ветерок, он немножечко разгоняет гнус и бодрит наших участников. В целом локация очень красивая, тенистая, прекрасные деревья, прекрасный распадок. Я прямо жду не дождусь, когда начнется это испытание. Друзья, пойдемте. Если вдруг вы где-то сорветесь, вы подвисаете. Если вы повисли, там вот эта веревка будет не... То есть у вас должно хватать. Сначала ставим ножки вот сюда, потом с помощью руки встаем. Внимание! Марш! Итак, первый участник команды выходит на дистанцию. Конечно же, первым всегда сложнее. То есть это, во-первых, ответственность, во-вторых, это, ох ты, смотрите, как быстро и динамично он начал дистанцию проходить. Грамотный инструктаж, грамотно налаженная трасса и активная физическая форма, настрой участников – вот что залог Если сильно прохождения. Можно развернуться в другую сторону. Остальные участники смотрим внимательно, как проходится дистанция, какие нужно делать движения, как это все... Да, это срыв. Ноги на веревку. Встаем. Отлично. При срыве не паникуем. Ничего страшного, страховка есть. Собираемся, концентрируемся, ставим ножки на веревку, подтягиваемся и поднимаемся. Как видим, это в принципе не так сложно, занимает буквально минуту. Даже несколько секунд. Да. Итак, финиш первого участника. Сейчас ребята снимут страховку, и по команде стартует второй участник. Это у нас мама семьи. Отлично. И все, вперед. Довольно непростое испытание для тех, кто первый раз вообще на такой веревочной трассе, на параллелке. То есть, во-первых, это достаточно высоко от земли, хотя на видео наверняка смотрится совсем по-простому, но тем не менее нужно собраться с силами, собраться с духом, чтобы преодолеть себя и над таким распадком преодолеть расстояние метров, сколько у нас, Олег, 20-30, наверное, да. Это очень сурово для тех, кто выбрался впервые на такую дистанцию. Параллельные веревки – обязательная часть советских турслетов. Здесь инструкторы с особой тщательностью подходят к подготовке трассы. Участникам предстоит пересечь овраг метров 30 в ширину по двум веревкам, натянутым на высоте 6 метров. Страховка, да, есть, но многое зависит от самих участников. Все, финиш второго участника, второй участницы. И теперь на дистанцию выходит сын семьи, самый младший участник этой команды. Вот он уже пристегнут и уже двинулся очень быстро, бодро.
Ну, он почти финишировал, смотри на него. 30 у тебя еще есть? Все. 9:46, да? 9:46. Итак, у нас на старт приходит вторая команда. Они уже готовы, настроены, им все надели как надо, показали. Маленькое дополнение, что двое участников команды Васильевых занимаются скалолазанием. Не знаю, насколько профессионально, но будем надеяться, что это в этом испытании им поможет. Испытание несложное, как мы видели по первой команде. Главное совладать своими силами, своим настроем и отдаться полностью во власть в инструкции тренера, который покажет, как это правильно проходит. Итак, сейчас будет инструктаж от Олега и смотрим выступление второй команды. Смотрите, пока здесь стоим, все. На старт! Внимание! Марш! Первый кто пошел? Понял, да? Смотрите внимательно, как папа выполняет задание, то есть вы пойдете так же. Оп, да, это срыв. Ножки обратно лицом к веревочке, ножки встаем. Угу. Ноги не отрываем от веревки. Да. Вообще мы были свидетелями этого испытания в зимних условиях, когда был вокруг снег, сугробы, было холодно, люди были в зимней одежде. Сейчас в какой-то мере может быть проще. С другой стороны, растительность, плохая какая-то видимость, наличие мошкары тоже свои условия, свои коррективы вносят. Но, как мы видим, и вторая семья очень достойно с этим справилась. Сейчас отцепляют карабин, команда «Веревка свободна» и стартует мама. Да, вот смотрите, друзья, даже здесь на стартовой точке высота веревки над землей, можно сказать, это более 2,5 метров. Что уж говорить о самом распадке, там высота достаточно серьезная, и можно только представить, как страшно сверху смотреть вниз. Но, как говорят во всех фильмах, самое главное не смотреть вниз, я думаю, здесь это тоже применимо. Нужно видеть цель, нужно не спешить, аккуратно, достойно пройти это испытание. Левой рукой сильнее вниз дави. Но вот в этом задании, мне кажется, еще сложность в том, что у тебя руки наверху, и от них отливает отток крови, и они затекают, да. Даже просто вкрутить лампочку вверх несколько секунд, это уже руки шторы у тебя снять, это шторы снять, да, Руслан, именно. Чтобы постирать. А здесь под нагрузкой это все, и еще и в таких условиях экстремальных. Чуть-чуть. Да, это самый метр последний. Оля, дойдешь, дойдешь! Вот. Еще метр, вот. Буквально метр. Все, спускайся. Спускайся. Карабин выщелкивай. Стартует третий участник. Очень динамично, очень быстро. Его задача скомпенсировать все время, потраченное до этого. Все, вставай на землю и выщелкивай карабин. Карабин выщелкивай. Стоп! Все, сейчас ладно, вдоль желтых. Шаги. Рост очень важен. Я вообще карабин не двигался. Ваше впечатление об этом испытании? Ну, сложно, очень сложно. Очень сложно. Да, равновесие держать, особенно вот здесь на середине. Амплитуда большая, а потом первый раз я на штуке хожу, поэтому тяжело. Для меня было не тяжело вот само прохождение в высоту, даже психологического страха не было. Для меня было тяжело то, что карабин не двигался, потому что ростом я маленькая, а карабин прямо в натяжку висел, его очень было сложно передвигать. Поэтому правая рука
очень сильно стекала. Но Эрхан у нас занимается, да, скалолазанием? Эрхан, для тебя как? Ну, тяжело. Особенно посередине. Там растягивается веревка, да? Да. Внимание! Марш! Что ж, третья семья, третья команда вышла на старт параллелки. Это переправа по параллельным веревкам. Следует отметить, что это одно из классических заданий туризма, турслетов. С незапамятных времен это испытание используется. Это основная, так сказать, дисциплина. И сейчас папа семейства, глава семейства очень активно стартанул по веревкам. Что ж, посмотрим, понаблюдаем, как это получится у семьи Коркиных. Здесь, как мы уже заметили, самый сложный участок пути, максимальное провисание веревки. Здесь главное не разамплитудить, так сказать, перила, чтобы не было раскачки, и подтягивать сильно верхнюю веревку, чтобы карабин свободно скользил. Смотрите, очень быстро, на мой взгляд, динамично прошел папа. Мама на тропе, камера на маме. У нас будут прекрасные кадры от первого лица. В целом, когда смотришь просто на две параллельно натянутые веревки, кажется, что по ним невозможно пройти куда-либо, потому что их раскачивает, они провисают. Очень сложно держать равновесие, но, как мы уже посмотрели на предыдущих участниках, это вполне реально, и кроме того, реально сделать это быстро, о чем нам вот как раз в очередной раз и подтверждает третья команда. Провокация была, да? Оба. Ах, какая она твердая. Ага. Пытаюсь. Ой, господи, ручки, мои ручки. Ага. Чувствую, что немножко. Уставшие руки, уставшие ноги на тот момент, поэтому вот финальные 10 метров, они, пожалуй, самые сложные для прохождения. Еще немножко. Не, проходи. Оп, аккуратненько. Левой рукой скользи, не переступай, а скользи. Ногой скользи. Ну да, ногой. Все. 8:25. Очень хорошо. Участок довольно-таки интересный, проходить было сложно, хотя я, когда вот Норвей парк в Забагинском мысе открылся, вот черную полосу прошел без проблем. А тут тоже сложновато было для меня даже. А что, ветки, машкара, что с ними? Там в конце получается, там изгиб такой, надо на руках чисто идти. И за счет этого как бы на руки сильное напряжение идет. Ну, путь проходить по этому канату было так нормально, но надо сильно было использовать руки, так что они устали. Да, не знаю, что сказать. Дальше. Да, у вас как? Так, я очень рада, что я заранее не видела вот это всего. Вот. Не зная, идти как-то проще.
Виды красивые, смотреть на виды. Рукам очень тяжело, как, конечно, себя подтянуть и вот эту вот штуку передвигать очень тяжело, но мне кажется, я хорошо пришла, так что мне понравилось. Завершено очередное испытание турслета, но... Друзья, итак, у нас очередное испытание. Испытание называется «Дорога». Как мы видим, дорога действительно присутствует. Сейчас у участников происходит жеребьевка, а суть испытания заключается в том, что команда из 3 человек, мама, папа, ребенок, должны будут протолкать, протянуть, протащить машину на определенное расстояние. Смотрите продолжение турслета уже в январе 2025 года.